память сниму, А да. я вам хорошее дело подскажу. Ага. Как я дожила до такого большого возраста. Сколько вам лет? Но с 27-го года рождения, считай сколько. 96. 96. Мгм. Значит, мне было 45 лет, я была разбитая корыто. У меня был остеохондроз, склероз, камни в почках, бессонница, аллергия пищевая. И вот я, значит, прочитала, мне попалась книжка профессора Николаева «Голодание ради здоровья». Я ее внимательно прочитала и стала делать так, как он советует. У нас в крови красные кровяные тельца и белые. Красные разносят кислород, а белые пищу и борются с микробами. Если вы заболели и продолжали идти кушать, значит, вы кормите не только себя, вы кормите эти микробы. Если вы перестаете кушать, значит, вы не кормите микробы. И что делают эти белые кровяные тельца? Они такие работящие. Вы хотите есть, а вы не едите, вас кормить надо. Они начинают рыскать, переходят на внутреннее питание. А что такое внутреннее питание? Это клетки, которые заболели, больные клетки. И онкология, например, это тоже больные клетки. И вот эти больные клетки и съедают их белые кровяные тельца. И вы выздоравливаете. Но голодать надо, в общем, нельзя голодать без врачей можно голодать от 3 до 7 дней. А вообще я голодала по 3 дня. Даже не 3 дня, а 60 часов. Вот вечером я покушаю, до следующего вечера 24 часа, до следующего вечера 48, еще передачу вот тебе 60 часов. Вот я 60 часов проголодаю, а потом нельзя после голода, в общем, обжираться. Надо, я ем чай с молочком и с хлебом 1 день, а потом ешь, что хочешь. И вот 1 раз. А при голодании ничего не будете кушать, да? Даже пить? При голодании ничего не... Пить можно. А пить воду можно. А можно, да? Можно воду пить, даже нужно. Нельзя, организм без воды оставлять нельзя. Это очень вредно. А не есть можно. И вот так я лечилась, и что вы думаете, дожила до такого возраста, еще хожу. Вот так. Вот Спасибо, долгих вам лет. Так это это голодание. Второе, это врач, который лечил космонавтов. Он пришел к выводу, что у молодых 6,5% углекислого газа, а не кислорода в крови. А потом углекислого газа становится меньше, и всякие болезни, вот эти старческие, цепляются. Поэтому он советовал пополнять организм углекислым газом. Как? А очень просто. Мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. Поэтому надо задерживать этот углекислый газ. Как я делаю? Я делаю уже много лет это дыхательную гимнастику. Утром проснулась, глубоко вдохнула, задержала дыхание на полминуты, до 30 считаю, выдохнула. И так 20 минут, 40 раз подышала. Что это мне дает? Это, во-первых, нормализует состав крови. Во-вторых, если есть диабет,
то диабет проходит. Это я почему говорю? У меня дача здесь в горах. И вот я с тележкой иду, одна женщина на остановке вышла. Дайте я вам по тележку помогу. Я говорю, да не надо, я сама. Смотрю, она задыхается больше меня. Я ей рассказала эту дыхательную гимнастику, что задерживает дыхание, и забыла. Прошло сколько-то лет, не знаю, когда я ковыряюсь на даче, она, можно вас? Я говорю, пожалуйста. Что вы хотели сказать? Я хотела вам сказать большое спасибо. У меня был диабет, а диабет это что-то пила. Что пьют от диабета, я не знаю. А потом, говорит, я стала дышать, и дышу 2 раза это в день, перед сном и после сна. И, говорит, никаких таблеток от диабета не принимаю, и чувствую себя отлично. Вот вам бесплатное лекарство. Спасибо большое.